Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что прямо сейчас происходит у вас за спиной, а вы и не видите, и не знаете. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересные дела. Прямо сейчас за вашей спиной кто-то из ваших врагов и недоброжелателей пытается соблазнить друга, подругу. Да? Человек пытается втереться в доверие к вашему другу либо к вашей подруге. Вашим врагам нужна информация о вас. Ваши враги собирают на вас компромат. Поскольку вы человек не подступишься, да, либо вы очень живете праведную, честную жизнь, враги от отчаяния, либо враг от отчаяния пытается хоть любую найти информацию, нарыть на вас и даже идет на такие отчаянные меры, как подружиться с вашим другом, либо с вашей подругой. Здесь человека могут завлекать всякими обещаниями, здесь может быть и откровенное заискивание, да. Здесь даже могут кого-то подсылать к вашим друзьям, лишь бы выудить информацию о вас. Пожалуйста, предупредите своих подруг и друзей о том, что у вас есть недоброжелатели, и что эти недоброжелатели ищут информацию о вас. Да? Попросите о вас никому ничего не говорить. И кто бы что ни спрашивал, да, ничего не говорить. Это очень важно, поскольку друзья — это самые близкие люди. Скорее всего, вы какими-то тайнами делились, либо что-то приватное рассказывали. Сейчас вы можете все это изменить. Вы можете переломить ход событий. Вы зашли на эту отсыпку, вы получили вовремя информацию. Вы вовремя можете предупредить своих друзей либо подруг, да, чтобы о вас не болтали. Пусть вашему врагу, как говорится, обломится, да, туда ему и дорога. Нечего на вас тут собирать компроматы, нечего под вас копать. Вот прямо сейчас это происходит, да, возможно, кто-то подошел знакомиться, либо куда-то приглашают, зовут ваших друзей и подруг для того, чтобы выудить информацию о вас. Прям такой опасненький момент, вы вовремя зашли на мою отсыпку. Еще, мои хорошие, здесь показывают мужчину, который не умеет обращаться с деньгами. Такое впечатление, как будто бы деньги ему руки жгут. Да? Вот когда деньги попадают к нему в руки, у него прям печет. И он такой: скорее выбросить эти деньги с рук, куда попало спустить, да, лишь бы их не было, да, лишь бы не жгли. Мужчина, хоть и взрослый, хоть он и умеет зарабатывать, но совершенно не умеет распоряжаться деньгами. И это прям беда, горюшка. С этим нужно что-то делать. Нельзя все пускать на произвол судьбы, иначе ничего не останется. Он все так и спустит. Он вроде неплохо зарабатывает, но деньги, опять же, ни в жизни, ни в руках не задерживаются. Тут либо вам нужно с ним поговорить серьезно и сказать, что давай так, ты зарабатываешь, а я, распределяю, да, трачу, распределяю. Я смогу отложить, я смогу о нас позаботиться, я смогу правильно вкладывать деньги, да, распределяться деньгами так, чтобы их хватало на целый месяц, на то, чтобы у нас не было нужды, на то, чтобы мы ни в чем себе не отказывали. Это может быть, кстати, и сын, и муж, и парень даже, да, парень, с кем вы сейчас встречаетесь. Но не доверяйте ему денежных вопросов, иначе он все профукает. Тут либо его поглазили, и у него теперь деньги в руках не держатся, то ли у него, вот такая
такая психика, да, вот человек, который не думает о завтрашнем дне, человек, который идет на поводу своих эмоций, да, может быть, он не все на себя спускает, может, он на вас все спускает, но, деньги у него не задерживаются, и с этим обязательно нужно что-то делать, как минимум поговорить, а как максимум, возможно, отвести его на прием, я не знаю, к психотерапевту, да, пусть ему мозги вправят, чтобы он все-таки научился деньги и не только зарабатывать, но и считать, беречь и приумножать, грубо говоря. У него прям с этим беда. И еще, мои хорошие, о вас сейчас говорят, вас сейчас осуждают. У вас могут гореть щеки, шея может гореть, уши могут гореть. Здесь люди вас и боятся, и в то же время они как будто бы против вас бессильны. Люди-завистники, те, кому вы дорожку перешли. Это может быть зависть, конкуренция, например, в бизнесе, зависть, конкуренция в коллективе, зависть, конкуренция даже среди родственников, понимаете? И вот они сейчас вот лясы точат, да, обсуждают вас, какая вы фу-фу-фу противная, какая вы лицемерная, нечестная, и что нам, бедным горемыкам, делать, да, как с вами там бороться, как вас вывести на чистую воду, как вас обличить, снять с вас эту маску ангела, да, и показать, что вы чертенок, да, в таком ключе. Ну, в общем, это, конечно, разговоры, но это уже, знаете, такой звоночек тревожный. Кому-то вы дорожку перешли в прямом смысле слова, кого-то вы либо обошли, либо вы, не буду говорить, что подсидели, но, может быть, вы чего-то добились за последнее время, либо как-то успешно справились с текущим положением дел. Даже вы могли кому-то помочь, и человек вместо того, чтобы вас благодарить, начинает вот сейчас вас обсирать. Она понтуется, да, она специально это сделала, хотела показать, какая она классная. Но здесь явно зависть и конкуренция идет. И вот они постоянно вот собираются, такой шабаш, да, и начинают вас обсуждать. Есть такое, и, конечно, всем рты не закроешь, и глаза не завяжешь, но, тем не менее, нужно хотя бы какие-то обереги носить и не пренебрегать чистками, да, вот самочистками. Это несложно, это всем доступно, вы можете этим заниматься для профилактики, ежемесячно, да, от вас не убудет, это вам точно поможет. Говорят, вы яркая персона, вы яркая личность, поэтому о вас и говорят. Дальше детей чьих-то показывают. Дети, которые пользуются возможностью и чем-то вот не очень приемлемым занимаются. Но явно не детскими делами. Тут может быть и дурная компания, тут могут быть и всякие интернет-ресурсы. Да? Вот в интернете столько всякой гадости. Он и пользу приносит, но и большой вред. Да? Вот. Поэтому вы как родитель просто обязаны установить родительский контроль на гаджеты. Это первый момент. Второй момент. Вы должны знать, с кем общаются ваши дети. И желательно знать родителей тех, с кем общаются ваши дети. Да? Чтобы у вас какая-то связь, может быть, общий чат был, чтобы вы могли с друг другом обсуждать, где наши дети, чем интересуются, где бывают, не обманывают ли они нас. Да? Вот это очень важно. Доверие должно быть, но и должна быть проверка. Хотя бы рандомно, да, проверять, чем занят ребенок, да? Вот, чтобы предотвратить непоправимые вещи. Да? Потому что от вседозволенности крышу может снести любому добропорядочному ребенку. Вот, чтобы вы понимали для себя. Надо. Если ваши дети будут понимать, что вы знаете родителей, их друзей, что вы между собой все общаетесь, то им будет неповадно иметь секреты, либо заниматься какой-нибудь гадостью. Понимаете, о чем я говорю? Это очень важно. Наладьте контакт с детьми, с родителями, установите родительский контроль, и все будет хорошо. Так, и еще один очень важный момент. Вас где-то ждут, но вас туда кто-то не пускает. Вас очень похоже, что вам на словах, а может быть и на бумаге, передали какое-то предложение, приглашение. Но кто-то, кто должен передать, не хочет, чтобы вы об этом знали. Да, вот человек от вас информацию скрывает, просто вот скрыл.
Не могу понять причины такого поведения. Тут даже знаете, что может быть? Допустим, вас куда-то зовут и приглашают, а приглашение передали через вашего, пусть будет супруга, да? И супруг, ревнуя к тому, что вы куда-то пойдете, что вы там с кем-то можете познакомиться, зажигать, да, не говорит вам об этом, что вас пригласили. То же самое может и подруга приревновать и скажет: блин, это же она пойдет, ей там весело, хорошо будет. Либо она пойдет, работу хорошую получит. Да? Не буду говорить, иначе меня жаба задушит. Да? Я просто это не переживу. Вот в таком ключе информация. Это вот знаете, как зажопить информацию. С одной стороны, это абсурд, это ужасно, это отвратительно, это преступно. Но с другой стороны, у человека есть какое-то оправдание. Да? И в случае чего человек, так и скажет, что вот муж скажет: да, я ревную, я тебя туда не пущу. Ты слишком красивая, да, тебя там мужики облепят. Либо подруга скажет: ой, ты знаешь, мне сказали, что там все плохо, там людей обманывают, да, и вот я, чтобы ты там не ходила, тебя не обманули, решила тебе ничего не говорить. Тут, в принципе, раскроется, но человек, который скрывал, он придумает отмазку, и вы в эту отмазку можете легко поверить, да, потому что вы не привыкли ставить все под сомнение, вы привыкли верить тем, с кем вы дружите, тем, кого вы любите. Вот в таком ключе. Тут явно зажопили информацию. И еще, мои хорошие, здесь какие-то люди очень сильно ругаются, но они не хотят, чтобы кто-то знал, что они ругаются. И очень похоже, что эти люди будут расходиться, либо даже разводиться, если они в законном браке, да, в официальном браке. Здесь неизбежное событие: расход, развод, разбег. Да, вот прям не могут они ужиться под одной крышей. Вот не могут, все. Чисто физически не получается. Они настолько друг друга раздражают, настолько они друг против друга накручены, что там уже ничегошеньки не поможет. И возможно, эти люди вам дороги, близки, да, вы их хорошо знаете, может быть, это часть вашей семьи. Здесь идет такой посыл, что вам не стоит этому мешать, и то, что должно случиться, пусть оно произойдет. Ведь если этих людей насильно удерживать с друг другом, либо уговаривать быть с друг другом, может случиться непоправимое. Вы ведь не хотите к этому быть причастны? Я думаю, нет. Поэтому лучше либо продолжать делать вид, что вы ничего не знаете, и не заставлять этих людей все-таки быть вместе. Потому что это неправильно. Они не могут уже быть вместе. И еще, мои хорошие, у кого-то отыграется ситуация, что прям рядом с вами, да, там, у вашей подруги в семье развивается драма, а она об этом молчит, она об этом не говорит. Да? И также это может быть связано, допустим, с человеком, с кем вы вместе работаете. Да? Может быть, не настолько лично общаетесь, но, тем не менее, очень драматичные события. Люди на грани расхода-развода. И это неизбежно. И человек ходит на работу и делает вид, как будто бы ничего не происходит. А глаза, например, грустные. Вот, в таком ключе показано. Но здесь по-любому люди разойдутся, разбегутся, и других вариантов здесь нет. И это к лучшему. Дальше показывают мне тайного поклонника. Поклонник очень тайный и очень сильно шифруется. Человек, который считает себя абсолютно недостойным вас. Вы для него идеал, вы для него образ для поклонения. Да? Вот. А себя он считает абсолютно никчемным человеком и недостойным даже вашего взгляда. У кого-то этот поклонник в интернете, у кого-то где-то прям совсем рядом с вами и имеет доступ к тому, чтобы вас наблюдать. Человек на вас всегда так смотрит, как будто бы он хочет вас съесть. Возможно, вы понимаете, о ком я говорю. И вас, возможно, это настораживает и пугает, но это все-таки любовь. Да? Этот человек вас любит, и этот человек вас никогда не обидит. Этот человек даже как-то втайне ухитряется чем-то вам помогать, либо даже от кого-то вас защищать. Вот. И я не могу сказать точнее, потому что все-таки общая отсыпка, но этот человек все-таки нашел такой способ, чтобы внести свои 5 копеек в вашу жизнь. Считает себя вашим
как рыцарем, получается, охранником, рыцарем, защитником, но считают, что он не имеет права на вас. Кстати, у кого-то еще отыграется, что этот мужчина женат, вот, поэтому еще не имеет права на вас. Вот. Ну, может быть, вы живете разными жизнями, допустим, вы более обеспечены, чем он, либо вы, допустим, там разница в возрасте может быть, да, и он такой, типа, я слишком старый, я не могу на ничего претендовать. Хотя на самом деле, да, человек действительно вас любит. Этот, кстати, человек еще очень часто за вас молится. Да, он просит небеса, чтобы вас защитили, уберегли, чтобы никакие враги на вас не напали, чтобы никакие беды в вашу жизнь не вошли. На самом деле это очень мило, это очень трогательно. Ну, жаль, конечно, что человек молчит. Если бы он, например, открылся, может быть, что-то из этого бы и вышло. Я не вижу, что этот человек в ближайшем обозримом будущем о чувствах своих вам скажет. Так и будет пока оставаться тайным поклонником. Дальше. Кто-то что-то у вас берет без спроса, пользуется чем-то вашим. Это, конечно, очень неприятный момент, но пока вы не заметили, вы об этом не думаете. Но это происходит повсеместно. У кого-то есть доступ к тому, что принадлежит вам. Кто-то, возможно, вхож в ваш дом, либо кто-то имеет доступ к вашим личным вещам, допустим, на работе. И человек без зазрения совести вашим пользуется. Для человека типа это ок, нормально, да, ничего страшного. Но вы же не понимаете, задаете вопросом, да, почему у меня там какие-то болезни преследуют меня, почему у меня там ухудшаются дела. Потому что человек, пользуясь вашими вещами, оставляет на этой вещи свои следы, свою энергетику. Поскольку человек берет чужое, значит, у него своего не хватает, значит, он уже менее благополучный, чем вы. И свои, грубо говоря, неудачи он передает вам. У этого человека дела начинают идти в гору, улучшаться, потому что он ваши берет, а у вас наоборот ухудшается, потому что вы его берете, ну ее, например, берете. Просто присмотритесь, у кого за последние пару месяцев в жизни все начало налаживаться. Человек стал лучше выглядеть, меньше болеть, меньше переживать, там в личном прям все тут наладилось, да, вот в таком ключе. Кто на ваших глазах растет, у кого на ваших глазах жизнь лучше и лучше становится. Именно этот человек берет ваши вещи. Именно этот человек тащит вашу энергетику. А вам скидывают свое негативное. Этот человек делает это несознательно, не отдает себе отчета в том, что происходит. Но, тем не менее, брать чужое нельзя, чужим пользоваться нельзя, иначе идет обмен энергии. Вы получаете дурное, а человек ваше хорошее себе присваивает. Вот. Либо у вас все вещи будут под надежным контролем, закрыты на замок, на ключ, чтобы не было никакого доступа. Либо вы просто посмотрите, проследите, да, у кого дела пошли в гору, поговорите с этим человеком, скажите, что я все знаю, не смей ничего моего брать. А если еще раз возьмешь, накажу, да, будут последствия. То есть как-то надо это все урегулировать. И еще, мои хорошие, за вашей спиной в этот самый момент показан человек, который много думает о вас. Он думает о том, что было, и о том, что я могу сделать для того, чтобы все изменить. Человек как будто бы раскаивается в содеянном. Человек как будто бы осознает, что натворил, либо натворила. Здесь желание все исправить, желание все изменить. Человек много об этом думает, и человек готов действовать. Я так понимаю, прийти к вам, прийти с извинениями, с признаниями, с исповедью перед вами. Здесь за этого человека небеса просят. Просят, чтобы вы этого человека выслушали и при возможности, понятно, что вы все разные, у каждого разные обстоятельства, чтобы вы простили. За этого человека просят небеса. Здесь, знаете, показано, что человек действительно раскаялся. Это не будут просто слова, это не будет просто там хороший тон, а это будет истинное чистосердечное раскаяние. Человеку нет покоя, человек тает на глазах, потому что совесть мучит, совесть бьет, давит, глаза выцарапывает, понимаете? И человеку необходимо ваше прощение. Вы можете простить, вы добрый человек. К вам скоро кто-то подойдет и будет просить прощения. И надо этого человека простить. По крайней мере, небеса об этом просят.
Решать, конечно, вам, но я все, что могла, вам передала. Итак, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.